И мы продолжаем. 18 февраля стартовал 7-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы World Skills Russia» Республики Саха-Якутия 2019 года. И сегодня мы будем об этом беседовать с нашими гостями. Рада представить вам заместителя директора Центра развития профессиональных компетенций, это Лия Тихонова, и главного эксперта по компетенции малярные и декоративные работы Татьяна Беркутова. Доброе утро, уважаемые гости. Ну, довольно большого размаха, да, достиг нынешний чемпионат. Появились какие-то новые компетенции для юниоров и не только, да? Расскажите нам об этом подробнее. Ну, наш чемпионат региональный проводится уже 7-й раз в республике. И в этом году количество компетенций возросло в разы. Во-первых, по категории молодые профессионалы у нас количество возросло до 55. По юниорам у нас в сравнении с прошлым годом возросло с 17 до 55. И получается, по категории навыки мудрых у нас три новые компетенции. Это вообще сама категория новая. Что это за новые компетенции? Это вообще сама новая категория. Навыки мудрых, там принимают участие люди, которые старше 50 лет. 50 лет, да? Да, предпенсионного возраста. И какие это компетенции? Поподробнее. По категории навыки мудрых это сварочные технологии, сантехника и отопление, и получается ремонт и обслуживание легковых автомобилей. А сколько человек? По навыкам мудрых у нас 16 человек принимают участие в этом. Ну, мы проводим в первый раз, да, в принципе, я думаю, что это неплохой результат. А что касается юниоров, у нас очень большой прорыв в этом году, потому что в прошлом году у нас приняли участие 117 юниоров, а в этом году уже более 500. Ух ты! Здорово, здорово. Я немножко оговорилась, по молодым профессионалам у нас 57 категорий. А что влияет так на то, что популярность, участников становится больше? Ну, вообще движение World Skills это международное, оно признано в более чем 50 странах. И конкурсы профессионального мастерства проводятся по международным стандартам. То есть очень высокие требования. Это уже и конкурсантам, да? к экспертам, которые оценивают участников. И победители в каких-то компетенциях, они куда-то дальше поедут, получается, так? Ну, сейчас у нас региональный этап, а далее у нас будет отборочный этап России по всем субъектам нашей страны. Но известно, что чемпионат проходит на территории всей республики, да? Какие районы охвачены и на каких площадках, в частности, в Якутске? Ну, у нас сейчас проводится чемпионат на 29 соревновательных площадках, в 8 муниципальных образованиях и городском округе Жатай. Муниципальные образования это у нас Намский, Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Тампонский, город Мирный, Нерингре, Хангаласский улус и город Якутск, основная площадка. Ну, основное тут, где сосредоточены у нас площадки, большее количество. А вкратце по программе вот этого чемпионата, да, получается, открытие прошло 18 числа. Да, официальное открытие у нас было на самих соревновательных площадках, на 29, как я уже говорила. Будет чемпионат длиться у нас ровно неделю, и 24 числа у нас будет закрытие в КЦ «Сергеляхские огни», большое закрытие для всей республики. Татьяна Игоревна, вот вы являетесь старшим мастером Якутского коммунально-строительного колледжа. От вашего заведения кто участвует и по каким компетенциям? На нашей базе техникума проводятся 4 компетенции. Это сантехника, отопление, сухое строительство и штукатурные работы, малярно-декоративные работы и облицовка плиткой. В этом году мы также впервые принимаем категорию юниоры, это по 3 компетенциям, и одну категорию по 50+. Навыки мудрых, это сантехника, отопление. У нас участвуют работники уже предприятий, которым уже за 50. У них всего лишь один соревновательный день, и он уже прошел вчера. Были подведены итоги, то есть было
уже проведена оценка, и итоги мы узнаем 24 февраля на закрытии уже, как наши именно пожилые справились с такими заданиями. Все остальные у нас площадки работают в обычном режиме, у них 3 дня конкурсных, они уже начали с понедельника и заканчивают вот в пятницу. На наших площадках присутствует сертифицированный эксперт Союза WorldSkills, это Крысан Владимир по малярно-декоративным работам, он ответственный за категорию юниоры. И получается, по всем остальным площадкам у нас свои эксперты, потому что наш техникум имеет 2 сертифицированных экспертов, и все остальные площадки утверждены наши преподаватели, то есть работники техникума, как именно эксперты, главные эксперты. Эксперты у нас есть и компатриоты, это эксперты, которые вместе с участниками, и эксперты, которые являются независимыми с предприятий города и республики. Но WorldSkills это же не только соревновательный этап, это еще и какая-то деловая программа, да? Общение с экспертами, с какими-то приглашенными гостями, да? Да, у нас очень большая деловая программа запланирована в рамках открытого регионального чемпионата. И в ней я могу сказать, что более 50 мероприятий. Там обсуждаются такие вопросы, как развитие движения WorldSkills в нашей республике, вопросы освещения, вопросы сетевого взаимодействия между школами и учреждениями, профобразовательными учреждениями. И многое-многое другое. Очень такие ключевые моменты, которые влияют на развитие движения WorldSkills в республике. Насыщенная, всего лишь неделя, 50 только деловых мероприятий. Да, но это не только на всех площадках они проводятся. Что ж, уважаемые гости, спасибо вам огромное, что пришли к нам этим утром. Мы желаем вам отличной работы, знаем, что вам тяжело, но все будет хорошо. Желаем вам продержаться и выстоять.